Максим Мельник – основатель первого батутного клуба в нашей стране. Его бизнес очень интересный и перспективный. Но самое интересное – это то, что прыгать на батутах в нашем городе стало не просто развлечением, а видом спорта. Здравствуйте, Максим! Спорт и здоровый образ жизни снова в моде, а спорт и развлечения вдвойне приятно. Скажите, именно эти факторы вас вдохновили открыть батутный клуб? Вряд ли мода, скорее меня сподвигла эмоция. То есть это спорт, связанный с эмоцией. Вот именно это меня мотивировало заняться чем-то подобным. Эмоция здесь очень важный составляющий фактор. Это адреналин, это счастье, это радость, это энергия. То есть то, зачем люди гоняются в разных более сложных местах. Прыгают с парашютом, гоняют на мотоцикле и тому подобное. Мы обеспечили площадку, на которой можно максимально безопасно заниматься тем, чем ты готов заниматься. Конечно, мы делаем вводный инструктаж, чтобы понять, как себя вести с батутом, как он будет реагировать на ваше тело, какой будет отклик. Этому, собственно, надо учиться. Мы этим занимаемся, мы обучаем, показываем, рассказываем. Максим, насколько мне известно, вы стали первооткрывателем в Украине батутного клуба. Сейчас люди стараются покупать готовый бизнес, либо продолжать дело, и вам хватило смелости рискнуть и открыть что-то новое. Скажите, как у вас это получилось? Я спросил у друзей, знакомых, у семьи, как идея, всем понравилась идея. Именно клуб – это моя формулировка, которую я сформулировал, когда я хотел создать место, то есть это не просто батут, я хотел создать место, в которое интересно прийти, в котором было бы весело, интересно, люди между собой бы общались, развивались, и, собственно, это я и сделал, и назвал это клубом. Спортивный клуб, батутный клуб. Спортивный клуб – это развито, а батутных клубов действительно не было. Был батутный комплекс, который ориентировался исключительно на детей, находится на Западной Украине. У них концепция исключительно для детей. Этим мы принципиально отличаемся. То есть у нас здесь ходят и достаточно пожилые товарищи. Ваш клуб находится в торгово-развлекательном центре. С одной стороны, это большой поток клиентов, с другой стороны, это и конкуренция. Что послужило выбором этого места? У нас была одна проблема – это потолки. Потолков не было. 6 метров потолок нужен. И на самом деле 6-метровых потолков не так много было в городе. На тот момент, во всяком случае, это было единственное место, которое было еще совершенно недостроенным. Это место мы, в общем-то, нашли, достроили. И, собственно, за нами вот уже пришли все остальные друзья, которые веревочный парк, футбик. То есть мы были тем локомотивом, который запустил это место. Лично я уверена, что человек может заработать хорошие деньги в любом виде бизнеса, опираясь на внутренние качества. Однако есть и внешние обстоятельства, например, такие как сезонность или какие-то кризисные ситуации. Скажите, пожалуйста, как вам удается в нашей стране так успешно держаться на плаву? Само место привлекает этих людей. Очень сильно мы используем рекомендации друзей, то есть друзья сами приглашают своих же друзей. И это, наверное, самый мощный наш инструмент по привлечению людей. Помимо остальных партнерских программ, обычной банальной рекламы и тому подобное. Ту эмоцию, которую мы даем, она нужна круглый год. Другое дело, что бывает летом жарко, менее комфортно. От этого, либо разъезжаются люди. Но если ты начал прыгать, скорее всего, ты зависим от этого места. Немаловажный фактор все-таки адреналиновая составляющая. Это очень легкий и приятный способ получить адреналиновую бодрость, что ли. То есть у вас много постоянных клиентов? Конечно, конечно. Конечно, есть моменты, когда перегорают, есть люди, увлекаются так, что каждый день к нам приходят. Скажите, есть ли у вас франшиза и какой вы можете дать совет людям, которые заинтересовались таким видом деятельности, как у вас? Это не первый мой бизнес, но это первый мой бизнес, который я создал на основе эмоций. То есть я хотел заниматься тем, чем я хочу заниматься. И чтобы все выглядело так, как мне хочется. И, собственно, это и получилось такое место. То есть из советов это надо разобраться в себе, что лучше всего я умею делать,
что мне больше всего нравится, и делать именно этим и заниматься. Есть такая пословица «Find what you love and let it kill you». Ну, по-английски есть такая пословица. Найди то, что любишь, и позволь это убить себя. Мы уже отработали модель бизнеса здесь, и она приняла определенные очертания, инфраструктуру. Мы это все создали и уже создали как бизнес-модель, которую в состоянии продавать. И мы ее активно продаем, предлагаем ребятам, то есть, которые заинтересованы делать то же самое. Просто с нами это сделать будет значительно легче. Люди приходят в батутный клуб, прыгают, получают море удовольствия, а вы зарабатываете деньги. Казалось бы, все гениально, так просто. Но если вы решили стать первооткрывателем нового направления в бизнесе в нашей стране, готовьтесь к мощной рекламной кампании.